Elbette dostlar, biz bugünkü yayınımızın başında aytkan edik. Bugün bir çok misafirlerimiz olacak ve müzikal dahamızdan sonra stüdyamızda da bir misafir. Ve o bizge nasıldır bir medeniyet ve nasıldır bir halk hakkında aytacak. Gülcan? Doğru sözlerini Adile ayta. Jayip misafirimiz. Elbette bugün dostluk günü aziz teleseyirciler. Ve şu sebepten bizden acayip halkının vekilleri bizim stüdyamızı güzelleştirirler. Böyle insanlardan biri, men bilesem, Pyotr Petkov, Kırım Cumhuriyeti'nin Paisya Hilendarskova adlı regional Bulgar Milli Medeni Muhtariyeti'nin cemaat teşkilatı reis mavını. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Доброе утро. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Доброе утро. Петр Бей, разрешите к вам обращаться именно так. Вы сегодня пришли к нам в таком прекрасном одеянии. Это ваш национальный костюм? Да, это болгарский костюм, который за много веков так и не претерпел никаких изменений, к счастью, и думаю, что и не претерпит. Это тот костюм, он, естественно, не повседневный, а праздничный, который носили много веков назад наши предки и продолжают носить. Хочу обратить внимание, и вы, наверное, это видите, что никаких супердорогих материалов не применено, так как в те времена болгары вели, можно сказать, практически натуральное хозяйство, то хозяйство, которое обеспечивает исключительно потребности самой семьи болгарской. В первую очередь, конечно, держали овец. И вот это все домотканное сукно, все это из овечьей шерсти. Штаны, жилетка, тоже домотканное, чисто хлопчатобумажное, вот, тонкое полотно, рубашка, да, и орнаменты национальные, которые символизируют какие-то послания предыдущих поколений будущим потомкам. Будучи немножечко знакомы с историей болгар, можно прийти к выводу, что культура болгар и крымских татар похожа. В первую очередь мы, конечно же, сейчас поговорим о музыке, о еде, о обычаях, о языке в первую очередь, обо всем об этом. Но смотря на вас, первое, что мне бросилось в глаза, это ваш хушах, пояс. Да. Крымских татар, у мужчин крымских татар в крымско-татарском национальном костюме тоже присутствует пояс. Он тоже зачастую бывает красного цвета. И опять-таки это говорит о том, что наши культуры очень похожи. Но помимо этого, опять-таки, мы хотим поговорить о культуре, о языке и о обычаях болгар и крымских татар. Чем схожи? Ведь мы знаем, что у вас очень много татар из числа крымских татар. Вы знаете, конечно, историки всего мира однозначно сходятся к тому, что кто занимается проблемой булгаристики, кто изучал историю, культуру крымских татар, сходятся к тому, что очень много исторически общего у болгар, у крымских татар. И это подтверждается тем, что, конечно, очень схожи, во многом схожи язык, культура, музыка, кухня. Вот. Даже обычаи, к примеру, особенно в деревнях, в сельской местности больше придерживаются, потому что урбанизированное городское население, оно, конечно, грани эти стираются больше. Обычаи, допустим, с пожилым человеком обязательно со всеми здороваться, а пожилым людям руку целовать при встрече, селям руку к сердцу прикладывать. То есть эти обычаи остаются, и, как я уже сказал, в сельской местности больше придерживаются, потому что село – это как маленькая община, да? Там все друг друга знают, все на виду. Все живут более открыто. А в городе бывает так, что даже соседи по подъезду редко друг друга знают или видят. Поэтому, конечно, а почему много общего? Потому что, ну, исторически так сложилось, что некоторые по ошибке думают, что болгары, допустим, появились в Крыму, последняя волна переселения, около 200 лет назад. Это не так. Гораздо более ранние времена еще есть присутствие болгарского следа, об этом говорят и наскальные рисунки, которые встречаются в Крыму, и многие артефакты проболгарские, которые в том числе есть и в запасниках Ханского дворца и других крымских музеев. Поэтому и крымские татары, и болгары, конечно, большой пласт культурный притяжает им, и в связи с тем, что
турская культура, да, тюркская. Это сказалось и на языке, и на музыке, и на кухне, и так далее. Поэтому и считаю, что и болгарский народ, и крымско-татарский, да и все другие народы, живущие в Крыму, занимают свое достойное место, и только вот в этом общем многонациональном крымском букете и дает вот этот колорит, этот, скажем так, крымский аромат, да, имея в виду не какой-то запах или что, а сама атмосфера, которая в Крыму, толерантность, дружелюбность и так далее, и так далее. Çok sağ olun. Сағылыңыз. Вот мы говорили языки, да, похожие языки. А какие слова вы понимаете ли нас и какие у нас слова общие? Я вам скажу, что если... У меня много друзей среди крымских татар, общаемся и дружим, и семьями, и часто встречаемся, и часто приглашают на мероприятия, на крымско-татарских свадьбах. Вот. Я был, когда первый раз в жизни был на крымско-татарской свадьбе, это было очень давно, я был очень удивлен, когда наступило время первого танца новобрачных, и ведущий свадьбы объявил, что сейчас первый танец молодых – болгарская кайтарма. То есть это даже говорит о том, что, и я лишний раз хочу предостеречь тех, кто пытается спекулировать и сопоставлять религии, мусульманскую, православную, да. Вот вам пример, пожалуйста. Болгарская кайтарма, болгары-христиане, на крымско-татарской свадьбе первый главный танец молодых, пожалуйста. Это говорит лишний раз о том, что как бы кто ни старался, какие-то горячие головы, дурные головы, делибаш, как говорят, поссорить народы, не получится. Не получится. А что касается слов, ну, это начиная от приветствий, селям. Есть такой у болгар, селям здороваются, особенно в сельской местности, еще раз говорю. К сожалению, вот эти процессы глобализации иногда стирают, с одной стороны, хорошо, что стирают грани между народами, но лишь бы это не привело к тому, что будет теряться самобытность отдельных культур, народов, понимаете? Поэтому считаю, что наша обязанность каждого народа, ныне живущих, сохранить свою самобытность, потому что в общении мы обмениваемся, культурный обмен всегда был тоже двигателем прогресса, и берем у других народов, каждый народ берет лучшее, понимаете, и в этом прелесть общения народов. Петр Бей, мы также знаем, что в Болгарии очень много крымских татар. То есть там есть и крымско-татарская община, да. Там есть и улицы созвучны с названиями улиц, как здесь в Крыму, в каких-либо крымско-татарских, на улицах, в местах компактного проживания крымских татар. Часто ли вы бываете на своей исторической родине? Довольно часто бываю, по нескольку раз в год. И я вам скажу, что однажды одни из первых поездок, это было в 2007 году, потому что до этого я не ездил, я офицером служил в армии, а уже когда вышел в отставку, появилась возможность, я поехал. Мы ехали на машине через Одесскую область, Румынию, и проезжая через Румынию, именно этот путь, когда проезжаешь либо на пароме через Дунай, город Селистра, первый болгарский, либо через город Русы. И вот примерно вот это побережье Дуная между Селистрой и Русы, вот этот район, Добруджа называется, там есть очень много районов компактного проживания крымских татар. То есть тоже примерно где-то, грубо говоря, навскидку лет 200 назад, когда волна переселенцев из Болгарии была в Крым, и наоборот отсюда переезжали туда. И мы останавливались покушать, и мне это очень было интересно. Мы разговорились, значит, в кафе с одним из работников, хозяином кафе. Там, как правило, хозяева не могут себе позволить иметь наемных работников. В большинстве случаев работает хозяин, члены его семьи. Мы разговорились, и хозяин оказался наполовину, у него отец крымский татарин, а мама болгарка. Ну, крымский татарин, естественно, тоже его отец там родился давно, они все там живут. И мы начали общаться, и выяснилось, что я даже больше знаю слов крымско-татарских, нежели он. Потому что они уже, ну, скажем так, оболгарились очень сильно. Вот. И мы пообщались, и он сказал, что передавайте поклон земной исторической родине нашей. Да, живут довольно многочисленные. Я сейчас не могу навскидку сказать, сколько примерно там, но довольно много крымских татар живет.
Петр Бей, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вы что-нибудь пожелали нашим телезрителям в этот прекрасный праздничный день. И на родном языке, если можно. Да. Искам от името на Българската национална културна автономия на Република Крим да поздравя всичките етноси и народности, които живеят в Республика Крим и да им пожелая мир, добро, процветаване и взаимно съвместно сътрудничество плодотворно и творение на благо на Кримската земля, на нашата родина, на нашия общия дом. С праздником! Спасибо вам большое. А мы, в свою очередь, хотим вас поздравить. Байрамыңыз хайырлы olsun, байрамымыз хайырлы olsun, келгеніңіз үшін чоқ-чоқ сау болыңыз. Sağ ol, спасибо. Aziz teleseyirciler, böyle insanlarla sübetleşip pek meraklı sözlerini ve umumen böyle adetlerimiz hakkında laf etsek çok şey ben bilesem bağlıdır. Elbette Kırım bir güzel güldestedir ve şu fırsattan faydalanıp bizim marafonumuz devam ete. Siz noktada böyle kıvançlı misafirler bekley. Buyurunuz.